В Ингушетии ЕГЭ проходит в штатном режиме, сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов в своем телеграм-канале. Власти создают все необходимые условия, чтобы выпускники могли спокойно и уверенно продемонстрировать свои знания. В этом году экзамены организованы в 10 пунктах проведения и 1 пункте на дому. За первые дни ЕГЭ были успешно проведены экзамены по химии, географии, литературе, русскому языку, математике, физике и обществознанию, а также ЕГЭ по информатике и английскому языку, отметил Калиматов. В мемориальном комплексе жертвам репрессий открылась выставка «Символы Великой России». Выставка приурочена к Дню России, отмечаемому в нашей стране 12 июня. Жители и гости республики имеют возможность узнать историю государственных символов нашей страны – герба, флага и гимна, их историю и значение. Выставка продлится до 20 июня. Агрокомплекс «Сунжа» планирует запустить вторую очередь проекта. Годовой объем выращиваемых овощей увеличится в 3 раза. Агрокомплекс уже сейчас производит до 10 тысяч тонн огурцов и помидоров в год. Как отметил глава региона Махмуд Али Калиматов, компания является единственным в России поставщиком клубничной рассады итальянских сортов. Так, в 2024 году комплекс впервые направил в различные субъекты страны около 600 тысяч саженцев клубники. На будущий год их количество планируется увеличить до 2 миллионов 400 тысяч. В июне в Государственную Думу будет внесен законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Исаев отметил, что работа с Министерством труда и социальной защиты уже ведется. В настоящее время продолжаются консультации по деталям законопроекта, включая вопрос о пропущенных индексациях пенсий работающих пенсионеров с 2016 года. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что с 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, приостановленная с начала 2016 года. Правительство поддержало законопроект о штрафах за опасное вождение. Опасное вождение повлечет за собой наказание в виде административного штрафа в размере от 3 до 5 тысяч рублей. За повторное правонарушение предусмотрено лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев. Законопроект вносится в Госдуму. Термин «опасное вождение» вошел в российское законодательство в 2016 году. Под этим понимается, например, отказ уступить дорогу транспортному средству, которое имеет преимущественное право движения, а также перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты. С 1 сентября контрольные работы в школах не должны занимать больше 10% учебного времени, сообщил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Все остальное – это нарушения, за которые понесут наказание руководители образовательных учреждений и муниципалитеты, если они виноваты региональные министерства, заявил Музаев на полях Петербургского международного экономического форума. В начале апреля Музаев сообщил, что Рособорнадзор обнаружил школы, где до 35% времени уходит только на контрольные работы. Позднее в Думе анонсировали проверку контрольных в школе на предмет их необходимости.